как мэнс физик одеты, чем он. Если что, на дарный салман для завтра. Ну, я до десятки доходил. Десятки? Да. Прямой? Да. Скользит. Нужно вот так чуть драмы добавить. Не там вот смотреть. Похвально. Сильная спина. Здесь вообще можно, да, материться по YouTube? Не, нормально, ничего страшного. Обязательно жігіттер. Көрдірім, пролар қалай. Достар, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге мен IFBB Pro Елдос Қозыбаев. Көптен күткен өзіміздің YouTube каналымызды бастаймыз. Бүгін менің бірінші түсірілімде қонақта Қазақтан шыққан тұңғыш тарихқа енген мистер Олимпияға барған классик физик IFBB Pro Дарын Шырбаев. Бүгін Дарынмен бірге мен кереметтей мына ЖК өнерде орналасқан Invictus Go'да арқа бұлшық етін жаттықтыратын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Кеттік. Дарын, ассалаумағалейкум. Бүгін не жасаймыз? Олимпияның жігіттерімен бітіреуге басқаша шығар енді. Сегодня у нас, короче, арқаға жұмыс істейміз бүгін. Арқа бұлшық еттеріне. Бірінші пуловер, подтягивание, ол обязательно. Тяги в наклоне. Біздің сүйікті жаттығуға арналған снарядтардың бәрі бар. Так что ыңғайлы болады. Жаңа залды көреміз дейсің ғой, иә? Давай, бастайық онда, кеттік. Сенің артынан ере берем, в общем. Так, ну, пуловер разогревочный вес поставь. Да. Как тебе удобно? Позиция. Ничего, повтор. Ничего не рисовал. Обе стены. Вы обратите внимание, как он делает, да? Он узко хватается. Тебе так удобнее? Да. Я былай да жасасам болады маған. Широкий алсам болады. Я стараюсь еще больше вот так прямо стоять. То есть оно вот здесь всего лишь 30 градусов растягивается. И в работу вступает также минимально. Прям до низа спины доходит. Мы поработаем всего 3 подхода рабочих. Тіке тұрсаң кішкене на низ еще береді, иә? Ну да, то есть астына қарай. Ты же принимаешь диагональ. Әдемі. Неше подход, 4-еу? Жоқ, 3 ғана ол. 3? Я больше как мэнс физик одетый, чем он, да? Қазір салмақ қанша? 122 ма, сонда? 122, да? Да. Ну, такой, можно сказать, прям чистый. Сен қазір акцент массаға жасап отқан жоқсың, иә? Просто держишь по вот этот вес? Не. Цель задачи вообще 130-ға бару. Мне кажется, сен алдыңда күзде Олимпияға жақындап қалған, помнишь, ана съемкада Мерседес дейді. Сол кезде сен больше болдың кезде. Не знаю, это глубинные мышцы зависит. Мен же еще на качество не работает. Я сейчас тупо просто набираю. А когда ты более качественный, глубокий усон, ты кажешься большим. Ага. Анау бар Олимпияда бәрі синтол қолданады дегенге рас па сол? Ну, там качественно пользуются. Да? Ты не заметишь. Аккуратно. Ну, это же без фанатизма, нету такого перебора где-то. Көбінесе, мне кажется, open, да, я? Открытый такой. Он по-любому. Не, и в классиках найдешь. В классиках тоже есть, что ли? По-любому. Ё-моё. Здесь вообще можно, да, материться по YouTube? Не, нормально, ничего страшного. Таңға еткіземіз. Мынау
Осы әдемі негізі. Нет, хороший. Жақсы ма? Да, у него такой Не мешает, әдемі, иә? мягкий ход. Ну. Давай, қанша қосайық? 20-ка? Сон бір екеуін аласа. Давай одну 20-ку пока. 12-14. Рабочих всего 2 будет конкретно. Когда почувствуешь, дотянешь. Не знаю, как тебе, но я походу буду добавлять. Сколько? 10. Давай. 2. И 2. Раз. Хорошо. Что, нормально? Қосайық? Да. Еще жиырма, да? Думаю. 10. Қанша қосамыз? 20-ка, наверное? Давай 20. А? И как раз, да, думаю, рабочий Владзах. Анау. Как это? Шварцей в одном из «Качая железо» рассказывает. Кто-то вот так добавляет, вестиче. И он берет, неправильно. Нужно вот так, чуть-чуть драмы добавить. Че, Олимпиада қандай ощущение вообще? Именно сен кімдермен тұрдың ғой? Бір линейкада. Майкпен тұрды ғой сен, кстати, да? Зомер. Я первую, как это, линия сравнения. Первое сравнение, да, Майк Пен Хохойдо. Ну, то есть так совпало, что мы по списку. Не знаю. Но он для своего роста и по габаритам вообще, минусов нет. Огромных. Ой, кішкентай. А сам я смотрелся неплохо. Достаточно, чтобы конкурировать с теми же топ-15, 10, вот кто вверху в линейке. И достойно можно будет заходить даже в 10. Я прям чувствую это, я могу зайти в этот линейку. Не знаю насчет 5, потому что они очень сильные. Мне нужно под них прям хорошенько подготовиться. В целом, в этом году, может быть, уже приближусь вообще в целях мотивирован на это, да. А қалай ойлайсың, ол жақта медийниктер шайтеді ме көп нәрседе? Давай посмотрим последние Арнольд классики. Вышел Сэм Сулик, он же известный блогер. Да, и по факту, не будем скрывать, там и были ребята, кто более достоин и качественные. Но так получилось, что, наверное, все-таки здесь тоже решает возможность медийки. Но не без этого, потому что это спорт, который тянет за собой современность индустрии, где ты должен не только быть а-ля качком, но и в этом направлении тоже развиваться. Поэтому, я думаю, заслуженно. И, с другой стороны, медийку нельзя откидывать, потому что это твой заработок. Возьмем тех же ребят с России. Сейчас очень активно ведет Андрей Кожекарь, да? И по сравнению, кто бы что там ни говорил со стороны, он в это направление тоже вкладывает. И в то же время собой занимается. И одно другому не мешает. И я думаю, правильно. И пусть даже если это так где-то повлияет, но откровенно не должно быть, я думаю. Но хотя бы у каждого должна быть медийка спортсмена. Он должен современности шаг вместе идти. Поэтому и ты правильно, да, и ты правильно делаешь, что какой-то вот шаги делаешь. Я думаю, керек нәрсе дейсің ғой. Да, во благо пусть будет, поэтому нужно. Дұрыс айтасың. Мощно. Знаю.
нормально, сильная спина. Әдемі надо жақсы. Что-то мы задержались на этом тренажере? Или мне так кажется? Баттардан не бар да қазір? БАД? Да. Не ішесің именно баттардан? Так, ну смотри, начнем с того, что есть понятие минералы, комплекс витаминов, да? Есть БАДы, которые помогают там, что пищеварение, что... Печень, мечень, да, қан. Да, печёночные для выгонять, что вот эти токсины, антиоксиданты. Из этого в обязательном порядке я... Сейчас у нас вот непонятная погода, поэтому я использую витамины для иммунки. Что касается витамины D, С, кальций, магний. Это все вот эти порядки вещей, которые они необходимы и в усвоениях. И тот же цинк добавляется, железо. Вот. А из БАДов для пищеварения энзимы какие-нибудь актозин, дегендерба, ну вот эти. Лично я потребляю, потому что у меня большие объемы приема пищи, поэтому я использую их. Вот. В обязательном порядке энзимы. Как это называется? Глютатион для печёночки. Печень, да. Что-то из травяных в основном. Вот. Так Всегда, особо много... Всегда жүреді, да, сенде? Бұлар. Зачастую, да, потому что они помогают мне для разжижения крови. Короче, там, если аптеку так прямо откроешь, он вот так прям выходит, прям целый шкаф у меня. Там много чего, одно другому не мешает, немного дополняет и отдельно по времени пью. Что касается антиэстрогенов, это уже отдельное, то есть аптечные мы отдельно берем, сильнодействующие отдельно. Вот. Жаңа бір күннен консультация жасайсың ба? Айтып тұратын адам бар ма саған? Ты знаешь, мен раньше брал, сейчас особо не парюсь. Как-то уже өзің білім жеткілікті. Да, то, что я использовал, я его не меняю. Я просто автоматически какие-то потребляю и все. Ну, если у меня отклонения по анализам, я обязательно к эндокринологу обращаюсь. Я постоянно у одного врача осматриваюсь. Вот. Обязательно жігіттер. Көрдіңдер ғой, пролар қалай. Бір қандай да бір анализдерден ауытқулар болатын болса, міндетті түрде өзінің білетін адаммен консультировать етсе керек та. Да, ну то есть я здесь некомпетентным не обращаюсь. В плане даже, пусть будет даже у меня тренер, я не бегу к нему, чтобы там зачесалось, что мне делать. Ну, то есть я решаю эту проблему с тем человеком, который компетентным в вопросе, и к нему иду. То есть я заранее уже благовременно знаю, что тренер в этом вопросе сейчас вот в пальцем щелчка не решит. Поэтому я хожу к врачу лучше лишний раз конкретно обследоваться, чем на этот, как я, тисетер демекші. Тияққа тимесе бұтаққа дей ма? Сол сияқты жүрмеу керек, да? Приугадывать нету смысла. Больше отдашь, наверное. Ну, погнали. Давай, Даки. Детка. Сам делай. Давай, давай. Өзің. Шаг. Дема. Ауыр болып кетті. Бір оны таба салайын. Давай. Я думаю, да, сейчас нормально. Так, соңғы. Чемпионский подход.
жақты арқаны өлтіп жатыр. Қатық бақыш. Давай разгрузим, пойдем дальше. Арттан жинап жүрмей. Сейчас подтягивание гравитрон. Же есть. Как бы там стыдно не было, но надо чистыми подтягиваться. Возьми ближе. Ближе, вот так? Да, прямым хватом. Думал, сейчас будет легко, да? Сен жасап жатқанда мен сезіп отырмын ғой арқамды. Жоқ, прям чувствуется. Давай, кеттік. Она на ней капец забилась. Давай. О, я ему кайфе натуре. Потому что ты вот Вау. чисто на эти работаешь. Өте қатты. Қол жұмыс жасамайды да? Да. Тек арқамен жұмыс жасап отыр. Дальше. О. Че, қосамыз ба? Да, конечно. Қанша? Давай, 20-ка. Сенде тренировочный программа, периодизация бар ма? Да. Қалай жүреді сенде? Обычно. Но они много повторки с переходом на малые повторы, веса растут. И обратно. Ага, мысалы бір апта силовой, объемный. Екінші апта, Да. Суперсеты, дропсеты. үшінші апта уже разгрузочный был, ну типа. Не сказал бы, но средняя интенсивность. Ага. То есть большой, высокообъемный, средний и тяжелый. Ага. Если чувствуешь андай усталость, невосстановление болса, По самочувствию, конечно. азайтасың, не? Нет, просто могу отдохнуть даже. Неше күн примерно саған жетеді? Нені түсінуге, организм түсінуге мысалы. Восстановление бар. Ну, я похожу в баню, массаж, прям отдохну, Неше күн мысалы? высыпаюсь. 2 дня где-то Екі хватает. күн жетеді, да? Ну, если прям перебрал, бывает. Қазір қанша калория сенде? 5000-ға дейін барады. 5000 калория, да? Ой, кетеді, да? Или қиын кете ме 15 калория? Когда как? Ну, в день бывает хорошо залетает, а нет. Ну, қалай дайындайсың тамақты. Соған Этот, тағы не сұрайын деп едім. Но если у меня будет постоянно стейки, где-то рыба, то я могу вообще беспрерывно набирать. Максимум қанша калория жинадың? Жедің? 5500-ға дейін. 5000, одан аспайсың, е? Жетеді саған. Жоқ, асырған жоқпын. Ну, может быть, сладостями где-то перебрал, но это после соревнований бывало. Нет, саған 5500 калорияда, мысалы, ладно, 5000 калорияда сен өсе аласың, не, в общем, е? Өсесің, ояққа. Сушкада қанша? Где-то 3000-ға дейін барады. 3,5 даже. Сосын мен естідім айтпақшы, сен сушка кезінде көп кардио жасамайсың. Вообще же снимаю. Вообще? Ну, специально прям не делаю. Редко. Чисто для где-то, знаешь, просто чуть прогреться и порастянуться. Біреулер айтады ғой, бля, пролардың бәрі мысалы Крис Бамстедтерді көріп алады. Крис Бамстедтер таңертең Наташа жасап отады. Соған қарап бәрі сушка кезінде кардио жасау керек деп ойлайды да. Міндетті деп.
Ну, смотри, давай учтем, что он без сияқты андай постоянно жұмысқа шығып жүрмейді. Мысалы, он может быть встать утром, когда хочет, покушает. Да, можешь пойти там поваляться. А у него чуть-чуть более, наверное, бюрократический жұмыстар, да? Где-то компания не тетмусар қағаздармен жұмыс істеп тастайды, обзвоны. Ну, нету такого, чтобы мы где-то там кого-то тренировали, персоналку провели, еще ходишь, там где-то загрузил, выгрузил. Ондай места. Поэтому я как-то не парюсь, я иногда, допустим, по вечерам просто с ребенком погулять выйду. Или днем. В общем, сен айтып келгені, сенде былай да тренировкадан бөлек өзіңде жұмыспен энергия затраты көп болып кетеді, иә? Сол үшін сен кардио жасамайсың, өйткені сенде энергия, ну, күнделікті расходың көп, калория жібереді. Крис Бамстед неге жасамайды? Өйткені ол күні бойы үйде жатуы мүмкін. Ну, особо ондай біздікіндей, сенікіндей энергия затратный емес те күні. Содан кейін ол кардио жасау керек. Вот көрдіңдер ғой, көбісі менен сұрайды да, кардио неге жасамайсың? Крис Бамстедтер кімдер жасап жатады? Нет, ну, давай учтем, если кардио, то, наверное, используй, да, то, что для сердечно-сосудистого можно будет поделать там, для того, чтобы чуть-чуть аппетит разгонять. Но в моменте ты тратишь калории, слезаешь, все, на этом прекратилось. То есть преувеличенное это кардио. Но если ты тяжело потренил, то все, на следующий день не думаю, что у тебя прекратится сжигание, а по-любому будет сжигать. Ты будешь терять еще. Если не будешь наедать, то тем более сгорит. Метан қосып жатыр. Тренировка күш береді. Деп ойлап қоймын. По 12-14. Держи поясницу. Поясницу держи прогибом. Вот так? Нет. Вот так? Так, двадцатки. Давай, 20. Если что, на барның салмағын жасап отырмын. Мне удобно. Попробуй. Да, я хват потренирую как раз. Зато начнешь сразу забиваться в ток. По идее, я стараюсь все время без лямки работать. Просто магнезия жёг, я бы помазал и уже дальше кету. Надо обязательно жасайсың ба всегда? Да. Либо с пола, либо вот так. Толщину хорошо дает. Масса хорошо идет по ней. Полные. По 200 гирками, блин. Сейчас не хочу. Чуть-чуть добавлю и все. Нет, здесь все. Пока оставим это. Көбісі тренировка кезінде пояс тағып алады, чтобы ана талияң широкий болып кетпесін. Как думаешь, ол көмектесе ма, көмектеспей ма вообще? Не, если, белге тағып жүру. Если вопрос в корсетах, корсет көмектесет, контролирует живот. Именно объем кетіреді дегенге сенесің ба? На какой-то доле сантиметрах может. Қалай жұмыс жасайды деп ойлайсың? Қалай именно? За счет вот этих ужимания, контроля живота, наверное, ты будешь визуально и уменьшаться в области живота. И мне кажется, пояс таққан кезде мышцы нелер іштің жұмыс жасамайды да, содан атрофируется етеді, мне кажется, содан емес пе?
Да нет, не қатты может. нагрузка түспейді да ішке, содан кейін В мысалы нашем случае она никак не может атрофироваться, потому что она всегда будет участвовать. не Такие веса берешь, что она не будет хоть. бикинидер как думаешь, бикинилар киіп алады ғой. Вот соларда мне кажется за счет атрофии Тоже не уверен, она будет работать. По-любому будет работать. Поэтому не могу сказать в точности, но практика показала, что помогает именно уменьшать. потому что шетелдің бодибилдерін қарап отырсаң көбісі пояста жүреді да. Особенно мейнс физиктердің бәрі почти Да. корсет киеді. Не, ну практика показала, что хорошо помогает сужать. Тумен, все. Не, слишком. Осылай нормально Не кажется? Ну да, хорошо. Выше локти. Тяни, тяни. О. Трапы, да? Да. Попробуй еще раз 12-14. Сейчас. Трапы забей. У тебя в отказ идет? А? В отказ идет? Нормально оңға. Жоқ, осы бесі қалады ма? Сен жоқ қосасың ба не? Қосам да, бірақ подход шлейме. Нормально. Чтобы отказ был и все. Через подход отказ жасаң. Тогда добавишь, наверное. Қанша? Десятка. 10. А знаешь что, еще десятка. Нихуя себе. Пускай вот так. Все, 80. Пусть будет так. Монстр. Сейчас на чем набираешь? Фарма. Из фармы, да. 600 тенки. 300 фенил. Нандерлон. 300 прима. Сенде қандай қазір? Мен нандролонмен только тест и все. Не стараюсь прям Нормально қанша? больше. Если... Может, 5? BCDs. Ну. Сен Болат Сулуговты көрдің ба? Сол айтады. В неделю 16 грамм прима дейді. Салдым дейді. Ну. 16 Не, грамм вот прима. сушка, да. Да, сушка. Да. 16 грамм прима салдым дейді. Ну, может быть. Ну, я до десятки доходил. Десятки? Да. Примы? Да. Так что он меня не удивляет. Ну, на его, наверное, Соны айтам. бодиковские темы, может, и нужно было. Да это когда как, наверное? Дарын, қазір деймін да, бодибилдингпен больше мейнс физикке көп адам, классик физикке. Опенде мысалы қарасаң, Олимпияның өзінде 18, максимум 15 адам. Классик физикте қанша болды осы жол? 60. Почти Жоқ, 60. 60 адам.
Майстарда 70-тен астам адам болды. Неге? Мейнс физик пен классик физикте адам көп та, опында адам аз. Қатысушылардың арасынан айтқанда. Это же откровенно. Масса жинаудың өзі қиын ғой. Open. Это надо приличный вес. Плюс там конкуренция. С учетом этого очень тяжело быть бодибилдером. Ну, то есть я сам по себе знаю. Удерживать этот вес, набирать. Это тот же объем тренировок, другая. Тяжести другие. Сопутствующие проблемы. Травма, побочки. Все это, если учитывать, мало кто хочет этим заниматься. То есть, да, заходит... Мен ойлаймын, open мен классик физиктің... Классик физикте да урон мощный ғой. Не, ну там хотя бы лимит. Сендерде openға қарағанда да еще суша. Нет, там лимит есть. Там хотя бы ты можешь быть... уже конечный результат, конечный вес уже есть. Поэтому ты как-то подбираешь. Она жақта жоқ. Она дойдет, и больше тебя кто-то выйдет. Из-за этого, да? А так, по качеству, мне кажется... Ты можешь быть предсказуем в классе физики, а в бодибилдинге ты непредсказуем. Может быть, в одном сезоне ты беспонтово выглядишь, в другом сезоне еще лучше выглядишь. В общем, лимит жоқ дейсің ол жақта. Да. Плюс там фриковый можно быть. Там есть плюсы своей фриковости. То есть там генетика может быть не зарулить. Ты можешь прийти максимально подведенным и выиграть генетического одаренного, но он может быть хуже выглядеть с сухости. И ты его выигрываешь. Не, Олимпиада, мысалы, өзіңді жарыстан кейін қарайтын ғой, мысалы, анализанда. Өзіңе, мысалы, не жетіспейді деп ойлайсың сен? В дальнейшем, қай жерде сен қосқың келеді өзің? Первая глубина в мышцах. Еще чуть-чуть качества добавить. И объемы рук. Объемы рук. Где-то низ спины, где-то проваливается. Но есть недочеты. Ну, над этим работаю в этом году. Осы, былтырғы жылы сахнада қанша болды сонда шыққанда? Нет, там же лимит. День соревнования. Ой, лимитте қаншаға кірдің сен? 106. 106 был крем, да. А сенде запас бар ма сонда? Вообще есть. Бар, да? Да. Просто надо вот этот грани качества довести. Потому что на Олимпию недочет был свой. Это какой-то добавок именно не хватило под конец финала. Потому что я его уже там исчерпал по приезду. Не хватило. А это что касается добавок витамины. А по приезду у меня разница между Олимпией и 1 ноября, здесь когда выступали, там в форме улучшений. Да? Да. Потому что здесь я довел хорошо на ноябрь, а в октябре я чуть недочетом вышел. Но, тем не менее, это бы меня никак не помогло бы, с учетом того, что там топ какие вышли. Но для своего результата это качество разное было. Это было заметно. Плюс свои перелеты, вот эти длительные, они сказываются. Был қандай план? Ну, старт. Летом надо выступить. С этим месяцем надо будет выступить. Потом уже на Олимпию прямую готовиться. Сенде квалификация бар ғой уже? Да. Ну, до... Сен келесі жылға уже аласың, не? Да. Олимпияның өзіне дейін бір... Неше жарыс жасаңдар? Про турнирға шықсам, бір рет. Біреуін хотя бы, да? Ну, минимум біреу. Бірақ Қазақстан тағы шығасың ғой бәрінде. И Қазақстанға Олимпиядан кейін. Ол Олимпиядан кейін. Сонда сенде биыл 2 жарыс бәрібір бар, я? По-любому. Достар, сонымен бүгінгі біздің арқаға арналған жаттығуларымыз аяқталды. Дарынға үлкен рахмет. Бүгін біраз нәрсе көріп үйрендім. Басқаша өзімнен жасап жүрген жаттығулардан бөлек. Дарын, саған үлкен алғыс. Алда үлкен жеңістер тілеймін. Массаға 10 килограмм плюс саған. Рахмет. Біздің тағы да менің оқырмандарыма тілек қойсаң.
иә достар, сіздерге осы парақшаға өздеріңіз сұрақтарыңызды қойып отырсаңыздар, біз келесі контенттерде қандай ары қарай қозғалыстар түсіретін жайлы біз сіздердің сұрақтарыңыздан итеріп отырамыз. Отдельная благодарность Invictus Go на Абая, который открыл наш друг Жаслан. Ему огромное спасибо за возможность такую для съемок и вот это вот красивое освещение. И тренажеры, которые вы видите на видео. Бәріңізді Invictus Go Абайға шақырамыз аттыға. Кездескенше.